В этих ящиках экспериментальные растения. Специалисты Россельхозцентра высадили обыкновенный плюш, используя 3 разновидности раствора. В первом – вода и гуматы калия, которые используют лаборанты как стимулятор развития растений и улучшитель почвы. Во втором – препарат N, тоже добавка. А в третьем ящике плюш, выращенный с добавлением обычной питьевой воды. Черенки держат в таких растворах сутки. Специалисты говорят, результат должен быть хорошим. Это дополнительное питание для роста и развития корневой системы изначально. А потом дальше укрепление иммунитета растения. Это для нас это как мини-опыт, для себя это мы делаем. Потом, чтобы рекомендовать населению, что лучше, как лучше сажать, как лучше выращивать, что использовать, что нужно, что не нужно, в каких количествах. И вот мы решили начать с многолетнее растение – это плюш. Опыты всегда лучше начинать с растений, которые не любят капризничать. Поэтому для клонирования плюш обыкновенный выбрали не случайно. Использование гумата калия для республики – новый метод. А для Россельхозцентра еще и способ внебюджетного дохода. Все просто. К примеру, если стену у дома влажная и вы боретесь с сыростью, в решении этой проблемы поможет плюш, который прекрасно впитывает влагу. Агрономы уверены, что земледельцы оценят продукт и будут его применять в своем деле. Говоря о гумате калия, препарат сегодня набирает большую популярность во всем мире. Хозяйства, большие хозяйства, которые большие площади, они, используют ее в баковых смесях, то есть там на 1000 литров разводят. По инструкции разводится, допустим, 30-40 миллилитров. В частных хозяйствах это на 100 квадратных метров хватает. В Россельхозцентре новые направления внедряют уже 2-й год подряд. Специалисты хотят получить натуральные биологические продукты, которые принесут пользу в хозяйстве. Акцент делают на сохранении урожая. Мы внедрили и уже начали реализовать, причем даже с соседним регионом, габробракон – это полезный энтомофаг, то есть это полезное насекомое, которое используется для уничтожения вредителей. То есть получается без всякой химии, то есть натуральное, биологически чистое. Плюс ко всему в середине 2020 года, получается, мы получили лицензию и сертификат на реализацию ветпрепаратов, то есть получается у нас люди, разводящие животных, либо пчеловоды в частности, потому что у нас их много в принципе, они смогут приобретать сертифицированные, лицензионные, качественные препараты для пчел. То есть не контрафакт, а именно проверенную, хорошую продукцию. Результат черенкования или клонирования будет виден уже скоро. Следующий метод реализации продукта. Специалисты уверены, спрос будет, тем более предложение заманчивое. Агрономы смогут покупать такие растения, не выезжая за пределы региона. Рина Цичуева, Магомед Дидигов. Новости 24.